Добрый день, уважаемые коллеги. Начинаем работу. Мы сегодня проводим расширенное заседание нашего постоянного комитета по вопросу загрязнения реки Алдан, левого притока реки Марка. Значит, на заседании на расширенном заседании нашего комитета принимает участие в режиме ВКС первый заместитель председателя правительства республики Саха-Якутия Садовников Дмитрий Дмитриевич, первый заместитель министра охраны природы республики Эдуард Семен Иларинович Эдуард Валерьевич, руководитель ГБУ РИАЦ нашей республики Лена Семеновна Волкова. Министерство промышленности и геологии представляет двое товарищей, один заместитель министра, два исполняющих обязанности руководителей департаментов. Принимает участие природоохранный прокурор нашей республики Андрей Константинович Наговицын, заместитель руководителя Роспотребнадзора по республике Саха-Якутия Наталья Борисовна Борисова, я не вижу, по ВКС, понял. Управление Роспотребнадзора по республике Виктор Рюрикович Семенов, исполняющий обязанности руководителя управления Ростехнадзора Александр Алексеевич Козлов, исполняющий обязанности управления Ленинского управления Росрыболовства Вячеслав Федорович Толстоухов и руководитель Ленинского бассейнового водного управления Петр Михайлович Аргунов. Принимает участие глава Нюрбинского района Алексей Михайлович Иннокентьев. Принимают участие народные депутаты. И в режиме ВКС принимают участие наши руководители научных учреждений. Прежде всего, принимает участие сам ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаевич Николаев, Михаил Николаевич Железняк, директор Института мерзлотоведения, Колодезников Василий Егорович, директор Института естественных наук СВФУ, Ткач Сергей Михайлович, директор Института горного отдела Севера, Данилов Юрий Георгиевич, проректор по науке СВФУ, Иннокентий Михайлович Хлопков, директор Института биологических проблем криолитозона СОРАН, Григорий Николаевич Саввинов, директор НИИ прикладной экологии Севера нашей республики, Мурашко Людмила Ивановна, начальник Якутского гидромета, Карпова Лена Николаевна, руководитель якутского филиала ФГБНУ в НИРО. Принимает участие Сергей Иванович Евсеев, председатель Нюрбинского районного совета, а также представители наших общественных организаций. Уважаемые коллеги, вопросы обеспечения экологической безопасности объектов компаний парламент начал рассматривать давно. Только в 2016, 2015, 2018 годах мы рассматривали на расширенном заседании комитета. Как показала ситуация, вопросы иногда возникают. Поэтому, исходя из многочисленных обращений жителей Нюрбинского района, Юрийского группы УСов, мы проводим это наше сегодняшнее заседание. Коллеги, у вас на руках имеется программа и регламент наш. Прежде всего, я хочу предоставить слово для доклада Полине Сергеевне Анисимовой, заместителю главного инженера по вопросам экологии и работы с коренными малочисленными народами Севера, руководителя экологического центра акционерной компании «Алроса». Затем заслушаем Эдуарда Васильевича Пихтина, заместитель министра экологии и природопользования лесного хозяйства, и доклад Виктора Рюриковича Семенова, руководитель управления Роспотребнадзора
по республике Саха-Якутия. Вот в таком режиме. У меня есть предложение заслушать все 3 доклада, потом приступить к вопросам. Есть возражения? Не вижу. Значит, Полина Сергеевна, сколько времени потребуется? Хорошо. Значит, слово предоставляется для доклада Полине Сергеевне Анисимовой. Пожалуйста. Как вам будет удобно, с трибуны или с места? С трибуны, конечно. Кнопочку нажмите. Так, меня хорошо слышно? Здравствуйте, Владимир Михайлович, здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо. Хотела изначально выразить благодарность за то, что нам сегодня представили возможность рассказать, непосредственно о происшедшем прецеденте, о тех мерах, которые компания со своей стороны приняла, и о фактическом обстоятельстве дела по состоянию на сегодня. Будьте добры, следующий слайд, пожалуйста. Изначально хотелось бы отметить, что непосредственно сам технологический переход, который на сегодняшний момент уже почти стал, наверное, знаменитым, он входит в состав участка обратной закачки левобережья. То есть это непосредственно один из элементов конструктива данного объекта. То есть, все прекрасно знают о том, что у нас на каждом почти руднике, на карьере есть такие проблемы, как водоприток. То есть это шахтно-рудничные воды, подземные воды. И для того, чтобы рудники могли функционировать в штатном режиме, безаварийно, для возможности добычи алмазосодержащей руды, устанавливается как раз система водоотлива. То есть что такое система водоотлива? Это набор конструктива, который представляет собой специализированные насосные станции, вода поднимается на поверхность и по водоводам направляется на так называемые узлы обратной закачки. То есть это сети питательных скважин, через которые данные агрессивные, высоко минерализованные воды обратно поступают в подземный горизонт. Так вот, как раз узел обратной закачки левобережный, он и был, в принципе, в свое время обустроен для того, чтобы закачивать ту воду, которая поступает в рудник Удачный. По водоводу, как я уже отмечала, с рудника вода поступает на левобережку. И вот этот мост технологический, конструктив, который сейчас представлен на слайде, он как раз и служит для того, чтобы по нему были проложены 2 нитки водовода. Как я уже отметила, узлы обратной закачки у нас являются формой пользования недрами, то есть они осуществляются в рамках собственных лицензий на право пользования недрами. Проектная документация по узлу обратной закачки левобережной прошла главную государственную экспертизу. Точно так же были проведены заседания, получен протокол ГКЗ Роснедра, то есть на инженерно-гидрогеологические изыскания и исследования. Также в 2013 году данный проект прошел согласование непосредственно в Ленском территориальном управлении Росрыболовства. Следующий слайд, пожалуйста. Компания на Медне, то есть непосредственно прецедента, если бы точнее, 8 числа, получила информацию от МЧС РСЯ о том, что на 10 число планируются неблагоприятные метеорологические условия, а именно, то есть порывы ветра, достигающие 15-17 метров в секунду. В рамках непосредственно данной информации и в соответствии с программой ведения работы при НМУ, то есть неблагоприятных метеорологических условиях, были проведены натурные обследования непосредственно всех объектов компании и в том числе данного технологического перехода. При визуальном осмотре каких-либо нарушений, то есть конструктива, выявлено не было. Конструкции железобетонных свай, без видимых каких-то разрушений или дефектов. А вот на металлоконструкции оттяжки правого пиона на высоте примерно около 3 метров наблюдался начальный процесс образования трещины металлического шейдера. Исходя из данной информации была доведена до сведения директора горно-обогатительного комбината, и им, опять же, в рамках, то есть уже имеющихся инструкций, было принято решение об остановке непосредственно самого водовода, который направлял воду, то есть из рудника на левобережный. Так как, то есть, остановить сам рудник не представляется возможным, поэтому для того, чтобы, то есть, шахтную воду куда-то было закачивать, то есть было принято решение, то есть об дополнительном резервном, то есть перетяжке, то есть этого водовода на Киенский. То есть
9 числа непосредственно, то есть было принято решение о проведении плановых работ, которые назначились на 12 число для того, чтобы устранить как раз вот этот визуально выявленный дефект. Водовод был, как повторюсь, уже остановлен, то есть была проведена промывка технологическая, то есть пресной водой самого водовода, задвижки были закрыты, водовод стоял, скажем так, пустой, без минерализованной воды. Будьте добры, следующий слайд, пожалуйста. Вот как раз на этом слайде визуально представлена фотография, да, с отметочкой непосредственно того дефекта, который был выявлен в ходе натурного обследования, то есть не в преддверии непосредственно самого прецедента. Следующий слайд, пожалуйста. 10 числа из-за сильных порывов ветра, то есть нарушилась целостность удерживающей оттяжки пилонов технологического перехода через реку Далдын, и в результате чего произошла деформация металлоконструкции. Потеряв устойчивость, конструкция опустилась непосредственно над руслом реки. То есть визуально это выглядело примерно так, как сейчас представлено на фотографии. Точка отмечена именно нарушение целостности самого трубопровода. Да, из-за того, что конструкция сложилась, трубопровод провис, то есть произошла натяжка, то есть произошло нарушение целостности. Еще раз хотим мы акцентировать внимание, что непосредственно в момент данного прецедента в водоводе минерализованной шахтно-рудничной воды не было. Следующий слайд, пожалуйста. Технические, скажем так, моменты я представлю чуть позже, да, а мы со своей стороны непосредственно 10 числа, именно в тот период, когда произошел весь этот прецедент, произвели внеплановый отбор пробы воды непосредственно на реке Далдын. То есть классическая схема отбора проб заключалась, то есть в отбор непосредственно в точке, это мы ее называем мост, выше по течению и ниже по течению 500 метров. По результатам проведенных, то есть там исследований, загрязнения реки Далдын именно минерализованной, то есть шахтно-рудничной водой установлено не было, потому что, как вы можете увидеть, последняя строчка минерализации, да, она находилась в рамках предельно допустимых концентраций. Следующий слайд, пожалуйста. По состоянию на сегодня. То есть изначально, это непосредственно 10, 11, 12 числа был разработан план проведения мероприятий по восстановлению непосредственно случившегося прецедента. Он состоял из основных 7 пунктов, и по состоянию на сегодня уже, то есть там проведены исследования причины разрушения конструктива. Мы со своей стороны в области экологии приступили к оформлению разрешительной документации в отношении именно Далдына, которая позволила бы нам провести срочные, то есть аварийные работы. Также проведен демонтаж металлоконструкции, проведена дефектовка узлов сооружения, изготовление, то есть поврежденных элементов на сегодняшний момент находится еще на Новосибирском заводе, то есть это находится в работе. А после того, как поступят соответствующие изделия с Новосибирского завода, будет произведен монтаж пилона, то есть и восстановление самого технологического перехода. И как следствие, то есть вся площадка, которая сейчас была подготовлена для проведения вот этих вот работ, то есть для демонтажа и последующего монтажа, она точно так же будет убрана, и то есть, весь объект будет приведен в надлежащее, то есть состояние. Окончание работ планируется до начала паводка. Паводок мы ожидаем, начиная с 15 мая. Будьте добры, следующий слайд, пожалуйста. По результатам данного прецедента со стороны Министерства экологии, со стороны Росприроднадзора и со стороны Роструболовства были инициированы ряд проектов. 13 числа на объекте непосредственно мостового перехода был выезд инспекторов от министерства, в составе министерства Мирнинского комитета охраны природы Министерства природных ресурсов Республики Саха-Якутия и инспекторы со стороны Росрыболовства. В ходе, то есть, проверки были проведены, то есть натурные также обследования и отобраны пробы. Пробы отбирались в 4 точках. В принципе, 3 точки они совпадали точно так же, 500 метров выше моста, сам мост и 500 метров ниже моста, и еще дополнительно была отобрана точка 1000 метров выше моста. По состоянию на сегодня информация о содержании, то есть протокола количественно-химического анализа в адрес компании пока не представлены, то есть потому что проходит дальнейшее, то есть расследование административного правонарушения, но нам представлена информация об установлении со стороны РИАЦЕМа превышения предельно допустимых концентраций по отдельным элементам. То есть вот верхняя табличка, вы можете как раз это видеть. То есть, что в точке 1000 метров выше моста, то есть она точно так же вынесена на карту, установлено превышение по бромидам в 2,1 раза.
В точке 500 метров выше самого моста, то есть точно так же установлено превышение по бромидам в 1,9 раз. В точке, например, 2, это сам мостовой переход, установлено превышение бромидов 2,4, ну и в точке ниже 3,4. Аналогичная информация приведена по магнию, то есть вы тоже можете здесь на слайде видеть, что, например, концентрация магния в точке, так называемой фоновой, да, 1000 метров выше самого моста, она примерно такая же, как, ну не примерно, а такая же, как точки непосредственно под самым мостовым переходом. Что мы можем сказать в отношении данных результатов? Ну, первое, что бы хотелось обратить внимание, что шахтно-рудничные воды, они по своему составу, именно химическому, достаточно агрессивные и с очень высокими концентрациями. Табличка ниже как раз приводит естественные концентрации шахтно-рудничных вод, которые с рудника Удачный направляются именно в узел обратной закачки левобережной. Так вот, например, содержание бромидов в этой воде варьируется в диапазоне 4,5–5,5 тысяч миллиграмм на дециметр кубический. Аналогично высокие концентрации по магнию, то есть это 10–12 тысяч миллиграмм на дециметр кубический. Минерализация, по сути, как, наверное, в Мертвом море. Там варьируется в диапазоне 300–350 тысяч миллиграмм на дециметр кубический. И мы понимаем, что если хотя бы один кубометр шахтно-рудничной воды действительно попал бы на поверхность, то есть реки Долдын или непосредственно в реку Долдын, то превышение предельно допустимых концентраций по таким маркерным веществам, как бромиды, магний или стронцы, он превышал бы не в 2,1 раза, да, или в 1,5 раз, а он бы превышал бы в сотни и тысячи раз. Исходя из этого, то есть, позиция компании, и мы об этом отмечали и ранее говорили, что шахтно-рудничные воды именно в 10 числа в реку Долдын не попадали. Их там просто-напросто непосредственно в самом водоводе не было. И в завершении своего такого короткого доклада, будьте добры, следующий слайд, пожалуйста. Нам также поступает информация от различных источников и обращения от различных организаций. И сейчас уже помимо, например, той информации о том, что Марха загрязнена бромидами, стронцием и другими химическими показателями, в том числе начинает фигурировать информация, касающаяся радиологии, да, что якобы с места мирного ядерного взрыва «Кристалл», то есть попадают радионуклиды непосредственно в поверхностную речную сеть. Со своей стороны мы опять же повторяем, что компания «Алроса» проводит постоянный контроль о возможности миграции трития из полости ядерного взрыва в полость рудника Удачный. И на протяжении уже за последние 7 лет ни разу подобной информации не подтвердилось, и показания трития, то есть в воде, не были выявлены. В том числе, то есть по данным эксперта Института РАН, в отчете исследования о радиологической обстановке на объектах подземных ядерных взрывов, то есть «Кристалл», также отмечается аналогичная информация, включая, то есть, что за последнее время произошли существенные изменения по радиационному фону. Благодарю вас за внимание. Мой доклад закончен. Спасибо. Присаживайтесь. Так, слово предоставляется Эдуарду Валерьевичу Пихтину, заместителю министра экологии, природопользования и лесного хозяйства. Пожалуйста. Добрый день, Владимир Михайлович, уважаемые участники сегодняшнего совещания. 11 апреля текущего года по социальной сети WhatsApp поступила информация о том, что остановлена прокачка минерализованных вод Удачинского ГОК акционерной компании «Алроса» на участке Левобережный и Нижнекембрийский в связи с повреждением мостового перехода в районе реки Долдын, левого притока реки Марха в Мирнинском районе. В связи с чем на основании приказа Министерства экологии осуществлен выезд инспекторского состава Мирнинского комитета Госэконадзора в город Удачный для проведения контрольно-надзорного мероприятия в зоне воздействия объектов Удачинского ГОКа АК «Алроса», в том числе в акватории реки Долдын. По данному факту Мирнинским комитетом Госэконадзора возбуждено административное дело и проводится административное расследование в отношении АК «Алроса» по признаку состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 8.13 КоАП Российской Федерации. Для установления всех обстоятельств происшествия, в том числе в целях оценки причиненного ущерба,
на окружающую среду впоследствии аварии Министерством экологии в рамках административного расследования направлены соответствующие запросы. Правовая оценка по признаку состава административного правонарушения предусмотрена частью 4 статьи 8.13 в отношении АК «Алроса» будет дана после завершения административного расследования. Также Министерством экологии и природопользования лесного хозяйства Республики Саха-Якутия для принятия соответствующих мер по установленному факту направлена информация в адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Саха-Якутия, Северо-Восточному управлению Росрыболовства, Восточно-Сибирского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и Ленскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Также Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха-Якутия. 12 апреля текущего года Министерством проведено совещание в режиме ВКС по поводу остановки прокачки минерализованных вод Удачинского ГОК АК «Алроса» на участке Левобережный и Нижнекембрийский в связи с повреждением трубопровода. Так, по итогам совещания Министерством в адрес АК «Алроса» были даны рекомендации по восстановлению технологического перехода трубопровода высокоминерализованных вод через реку Далдын в соответствии с природоохранными требованиями и исключение попадания высокоминерализованных вод в природную среду. Согласно информации Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, это Республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга, от 15 апреля текущего года, в пробах воды, отобранных 13 апреля из реки Далдын в зоне деятельности Удачинского ГОК, установлены превышение нормативно предельно допустимых концентраций рыбохозяйственного назначения по следующим компонентам, специфичных для рассолов. Так, в пунктах отбора проб в месте повреждения трубопровода и в 510 метрах ниже от места повреждения трубопровода в зоне реки Далдын зафиксировано увеличение концентрации компонентов, специфичных для рассолов, таких как бром-ион, литий, стронций, свинец, по сравнению с пробами, отобранными выше места повреждения трубопровода. Концентрация свинца 0,86 мг на дециметр кубический в пробе воды, которая была отобрана с реки Далдын с места повреждения трубопровода в 14,3 раза превышает установленный норматив. У нас ПДК рыбохозяйственный 0,06 мг на дециметр кубический и предопределяет экстремально высокий уровень загрязнения воды реки Далдын. Содержание бромидов превышает рыбохозяйственный норматив от 1,8 до 3,4 раза. При этом хозяйственно-питьевой норматив при его условном применении превышен от 12,3 до 20 раз. Министерство в целях контроля качества природной воды организован ежедневный отбор проб из реки Марха в районе сел Малыкай, Мальджигар, Эгольжа Юрбинского района согласно приказу об организации отбора проб на реке Марха. Согласно информации Республиканского информационно-аналитического центра экологического мониторинга, в пробах воды, отобранные с 12 по 20 апреля из реки Марха в районах населенных пунктов, это села Малыкай, Мальджигар, Эгольджа, установлены превышение нормативов предельно допустимых концентраций хозяйственно-питьевого норматива по содержанию бромид иона от 1,6 до 2,5 раза зафиксировано во всех пробах. Максимальное превышение содержания бромидов в 3,1 раза выше норматива в период с 12 по 20 апреля установлено в районе села Малыкай 18 апреля текущего года. Отборы проб воды и лабораторные исследования проб продолжаются. Загрязнение рек Далдын и Марха с территории Удачинского ГОК было установлено также в сентябре 2012 года. Выход высокоминерализованных рассолов в пойменной части реки Далдын оказывал и оказывает стойкое негативное влияние на качество водных объектов. В 2012 году в точке мониторинга река Марха выше устья реки Ханья, которая является фоновой для Накинской площадки, содержание бромидов в показателях маркерного для загрязнения рассолами составило 2,95 мг на дециметр кубический, что в 2,2 раза превышало ПДК рыбохозяйственный и в 4,8 раз превышало хозяйственно-питьевой норматив. Эти данные подтверждены результатами Центральной геологической лаборатории ГТП, ГГП «Якутсгеология».
Позднее, впоследствии снижения уровня подпора, степень негативного влияния выхода рассолов возле Киенгского полигона захоронения на водные объекты снизились. Превышение концентрации бромидов от рыбохозяйственных норматива на реке Марха выше устья реки Хания не фиксировалось с 2014 года. 25 февраля 2021 года в воде реки Марха выше устья реки Хания концентрация бромидов составила 0,75 мг на дециметр кубический. Хозяйственный питьевой норматив был превышен 3,8 раза. Соответственно, источник загрязнения воды реки Марха расположен выше по течению от промплощадки Накинского ГОК. Период с 22 по 23 апреля текущего года в целях информирования общественности о состоянии промышленных объектов АК «Алроса» общественностью Нюрбинского района проведен осмотр водных объектов, где расположены гидротехнические сооружения акционерной компании «Алроса». По результатам осмотра установлено, что при осмотре гидротехнических сооружений хвостохранилища фабрики номер 8 установлено, что из-под дамбы хвостохранилища вытекает ручей и попадает в маневровую емкость. Общественниками зафиксировано, что на данном месте производится несанкционированный сброс предположительно высокоминерализованных вод из маневровой емкости по сифонному трубопроводу в ручей Сахасалох. На месте сброса общественниками принято решение отобрать пробы воды и доставить их в лабораторию Нюрбинского отделения РИАЦЕМ. Кроме того, 23 апреля текущего года общественниками произведен осмотр гидротехнических сооружений фабрики номер 12 Удачнинского ГОК АК «Алроса». По результатам осмотра общественниками зафиксировано, что из хвостохранилища на речку Новый обнаружена утечка воды из-под дамбы маневровой емкости, в связи с чем общественниками принято решение отобрать пробы воды и доставить их в лабораторию Нюрбинского отделения РИАЦЕМ, это Республиканского информационно-аналитического центра биологического мониторинга. У меня все. Спасибо. Слово предоставим Виктору Викторовичу Семенову, руководителю управления Росприроднадзора. Пожалуйста, Виктор Ильич. Уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые народные депутаты, Микрофон, Виктор Ильич. Да. Уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые народные депутаты, уважаемые коллеги. Информация о повреждении трубопровода на объекте Удачинского ГОКа АК «Алроса» поступила в управление Росприроднадзора по Республике Саха-Якутия от Якутской природоохранной прокуратуры 12 апреля 2021 года. Управление Росприроднадзора по поступившей информации в адрес АК «Алроса» направлено уведомление о времени и месте возбуждения дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, предусмотрено статьей 8.1 КоАП Российской Федерации за несоблюдение экологических требований при эксплуатации сооружений и иных объектов капитального строительства АК «Алроса». Официальная информация об аварийной ситуации и обрушении конструкции технологического перехода через реку Далдын от АК «Алроса» в управление Росприроднадзора не поступала. В тот же день управление приняло участие в экстренном совещании, которое провело Министерство экологии и природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия по поводу остановки прокачки минерализованных вод Удачинского ГОКа АК «Алроса» на участке Левобережный и Нижний Кимбрийский в связи с повреждением мостового перехода в районе реки Далдын. С 13 апреля 2021 года в отношении АК «Алроса» проводится административное расследование, истребованные сведения, необходимые для разрешения дела об административном правонарушении. 23 апреля в адрес управления Росприроднадзора поступило требование Якутской природоохранной прокуратуры о проведении внеплановой проверки в отношении АК «Алроса», на основании которого управлением в период с 27 апреля по 12 мая в рамках проведения выездной проверки будет проведена проверка, в результате которой мы будем отбирать пробы воды с лабораторным сопровождением филиала ФГУ ЦЛАТИ по ДФО. Также будет дана оценка исполнения проектных решений, как геологического вопроса по добыче полезных ископаемых, так и эксплуатации данного трубопровода. С завтрашнего дня комиссия вылетает в город Удачный и приступает к проверке. Есть определенные трудности сказать. Дело в том, что пробы на бромион и стронций, они, в общем-то, быстро такие летучие, поэтому их от времени отбора до проведения анализа необходимо всего лишь сутки дается. Довести их будет очень проблематично. Мы, конечно, постараемся, но поэтому у меня есть предложение, чтобы пробы отбирать совместно с РИАЦЕМ Республики Саха-Якутия в одних и тех же точках
одновременно, чтобы у нас, и, по крайней мере, и подтверждение анализов было более четкое, для того, чтобы все-таки подтвердить, был ли разлив значит, с этого путепровода или все-таки его не было. Для этого, в общем, нужно очень четкое аналитическое сопровождение данного вопроса. Вот у меня такое есть предложение в адрес Министерства экологии и природопользования лесного хозяйства. Ну, в принципе, все. По результатам проверки, результатам мы предоставим. Спасибо. Присаживайтесь. Коллеги, приступаем к вопросам. Тем, кто принимает участие у нас, народных депутатов, коллег, общественников, прошу обозначиться, значит, путем нажатия кнопки поднять руку, чтобы понять, сколько у нас коллег желает задать вопрос. Прошу обозначиться. Там видно, да? На экране. Что? Институт мирзлотоведения. Кто у нас там? Виктор Васильевич, вы? Пожалуйста, Виктор Васильевич. Институт имя Саран. ИМЗ, то есть. Да. Шепелев Виктор Васильевич, пожалуйста, зам директора института. Слышно? Да, пожалуйста. Меня слышно, да? Да, слышно, Виктор Васильевич. У меня вопрос к Полине Сергеевне. Скажите, вот какой объем закачки производится сейчас на участке Левобережной? Каков объем воды закачивается ежесуточно вот на участке Левобережной? Здравствуйте, вопрос понятен, но я сейчас вот... Кнопка Кнопка горит. Горит, да, хорошо. Да. Давайте. Я сейчас не готова вам сказать конкретно по кубатуре, но, в принципе, данный вопрос понятен, я его запишу, то есть мы можем его отработать в течение пару часов. Хорошо, письменно тогда нам направьте, мы ознакомим Виктора Васильевича. Еще такой вопрос. Пожалуйста. Еще можно, да? Да, конечно. Вот к Полине Сергеевне. На полигоне Киенг был это узел обратной закачки или это было, значит, сброс дренажных вод в многолетней мерзлой породы? Что Киенский, что Левобережный, это все узлы обратной закачки, то есть в рамках лицензии на право пользования недрами именно с данным целевым назначением. Но хочу обратить внимание, что Киенский не эксплуатируется, начиная с 2013 года. То есть потому что именно Левобережный пришел на смену Киенского. На Левобережном закачка в какие водоносные горизонты происходит? На каких глубинах? Конкретно водоносные горизонты, как вы знаете, минерализованную воду закачивать нельзя, потому что, чтобы не было как раз конфликта с возможными потенциальными водами, именно направляемыми на хозяйственное питьевое назначение. Могу, опять же, то есть сейчас немножечко исказить фактическую информацию, мы ее точно так же отработаем дополнительно к первому вашему вопросу, но, насколько я помню, у нас глубины варьируются в диапазоне от 170 до 240 метров. Скажите, а мощность многолетней мерзлых пород какая вот на участке Левобережной? Вы знаете, я предлагаю вам сформировать перечень тех технических, специфических вопросов, которые у вас сейчас существуют, и мы комплексно на них просто подготовим и направим, подготовим ответы и направим информацию в адрес Владимира Михайловича. Ну, это принципиальные вопросы, потому что ответы на этих вопросах, в общем-то, прольет свет на ответы. Коллеги, я не сомневаюсь в этом, но в рамках повестки сегодняшнего совещания я к эту информацию изначально не готовила. Поэтому мы ее сконсолидированно направим по дебету, то есть, я так понимаю, по глубине и по мощности. Спасибо. Да, сформулируйте, мы, значит, информацию получим, ладно? Так, Михаил Николаевич Чаросов, пожалуйста. Михаил Николаевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Слышно, да? Да. Это Люблинский район.
Пожалуйста. Добрый день, Владимир Михайлович, это на связи Андрей Алексей Андреевич, заместитель по вопросам жизнеобеспечения. Это мы в составе 3 человек, в составе общественности выезжали на это место, смотрели. И по информации, вот то, что вопрос задали, сейчас не смогли ответить, я попробую ответить. Там по информации представителей, которые этим вопросом занимаются, сказали, что порядка около 300 километров в час расход воды, и в сутки где-то порядка 6-7 тысяч расход воды. Вот то, что сейчас вопрос задавали. И глубина скважины порядка 180 метров. Это для справки. Спасибо за пояснение. Так, вопрос Михаила Михайловича Росова. Так. Да, здравствуйте, коллеги. Извиняюсь, тут со звуком технически. У меня вопрос. Вот технологические характеристики, которые, в принципе, спрашивал Виктор Васильевич, на мой взгляд, они должны быть уже известны. Какой объем перекачки, какие горизонты, как это все произошло, и какой потенциальный объем уже вышел. Мне как-то немножко странно, что Алроса не планирует это отвечать прямо сразу. Вообще-то, я думаю, это надо было знать прямо сходу, приготовиться к заседанию, которое вас пригласили. И у меня вопрос такого плана. Вот установлено превышение от 12 до 20 раз, это как бы максимальные показатели. И вот сейчас пока держится это среднее превышение около 3 по некоторым показателям. И это только определенный перечень был назван элементов, которые вот сейчас схватили. Возможно ли проведение более тщательных анализов, это может даже вопрос не к Алроса, а контролирующим органам, выявление всего спектра, может быть, сверх стандартных требований, которые обычно у нас требуются. Я понимаю, что есть определенный перечень, который государством контролируется, но есть перечень полный для того, чтобы посмотреть наличие каких-то других элементов, потому что, возможно, в минерализованных водах неполный спектр выявляется. Это, возможно, излишние требования, но все-таки надо знать полный состав и будет ли это проводиться. Спасибо большое. Один маленький конкретный вопрос. Кто нам ответит? Лена Семеновна, может быть, вы? Лена Семеновна. Да, пожалуйста. Лена Семеновна Волкова, руководитель РИАЦИМ. Пожалуйста. Добрый день. Уважаемые коллеги, я бы хотела продемонстрировать вот тоже на экране результаты наших исследований, которые были проведены вот именно по этому отбору проб. Видно, да, Excel-табличку? Угу. Вот помимо непосредственного места повреждения трубопровода, да, с которого, как Полина Сергеевна уже перечислила, были проведены отбор лаборатории нашей Мирницкой и промсанлаборатории Удачинского ГОКа. Это вот первые 4 столбца мы видим. Помимо этого, также 15 апреля... Лена Семеновна, я перебью вас чуть-чуть, да? Вот таблицу чуть как бы сместить, последняя строчка не видна. Самая, да. Масштаб позже там как-то... Секундочку. Свинец виден, да, в таблице? Нижняя строчка свинец. Свинец виден, вот. А вот дальше прямо не обязательно. Это вот основные компоненты, Владимир Михайлович, которые бы я хотела показать. Хорошо. Угу. Продолжайте. И вот я хочу попросить вас обратить внимание, да, вот первая точка, самая первая километр выше мостового перехода через реку Далдын. У нас полностью отсутствует аммоний, показатель загрязнения канализационными стоками. У нас отсутствует ниже предела обнаружения свинец. Да, у нас присутствуют бромид-ионы, но бромид-ионы появляются в реке Далдын ниже устья ручья Сытыкан.
Мы знаем, что Сытыканское водохранилище – это питьевое водохранилище, то есть все, что выше зоны деятельности Алроса, ну, это не в данной точке, а это по данным наших многолетних мониторинговых исследований, все, что выше вот отвалов, которые начинаются в районе Октябрьского полигона захоронения, по реке Далдын мы не фиксируем никаких превышений содержания каких-либо компонентов. Ниже Сытыкана, вот в районе Октябрьского полигона, да, появляются бромид-ионы, потому что у нас помимо фильтрации, которая присутствует, помимо этого у нас идет вымывание, да, солевых компонентов из породы отвалов. Но мы видим, что при этом у нас отсутствует литий, специфичный компонент, ну и вот, как я уже говорила, отсутствует свинец. Следующая проба – это 500 метров выше место повреждения трубопровода. Чуть выше этой пробы, в 300 метрах выше, находится сброс канализационных очистных сооружений города Удачный. И мы видим, что в этой точке у нас высокое содержание аммония, то есть азотная группа. У нас при этом разбавляется несколько содержание бромид-ионов, содержание магния снижается, стронция. То есть за счет сброса канализационных стоков в реку Далдын специфичные солевые компоненты у нас немного понижаются. При этом появляется железо, марганец, да, это то, что идет в сбросах с КОС города Удачный. Непосредственно в месте повреждения трубопровода мы зафиксировали, видим уже, что снижается вот у нас аммонийное загрязнение, да, как бы канализационные стоки, но у нас опять-таки повышается содержание стронция, бромид-ионов, и мы видим экстремально высокий уровень загрязнения воды реки Далдын свинцом. Свинец присутствует в рассолах, это тоже один из основных таких маркерных показателей. Далее пробы отбирались в 500 метрах ниже от места повреждения трубопровода. Конечно же, отбор был произведен не в тот момент, когда осуществлялся сброс. Вот Полина Сергеевна озвучила, что во время повреждения моста трубопровод был пустой, но при этом, да, вот я бы хотела показать, имеется вот такое у нас видео. Посмотрите, пожалуйста. Вот тот самый трубопровод, с которого производится... Татьяна, не видно, нам не видно. Вам не видно, да? Угу. По новой запустить это. Сейчас попробую по новой запустить. Так. Сейчас видно? Нет. Была видна, да, Владимир Михайлович? Запустите данную демонстрацию. Вот. Сейчас еще разочек запускаю. Было видно, да? Да. Да, это сброс того самого поврежденного трубопровода. То есть как бы вот нестыковки, да, сброс был. Если это была вода, как до этого говорили в объяснении госинспекторам, которая была отобрана с Сытыканского забрана водохранилища, соответственно, вопрос, откуда у нас в месте сброса тяжелые металлы и повышение солевых и специфичных компонентов. И вот я бы дальше хотела вернуться к результатам нашим, да. Так. Ниже по течению пробы были отобраны в районе вот этого проблемного выхода рассолов, который был зафиксирован в 2012 году. Вот уважаемые нами специалисты Института мерзлотоведения задавали, да, вопросы о глубине залегания рассолов в районе левобережного полигона захоронения. Но мы все прекрасно помним, почему был произведен переход на левобережный полигон захоронения. Потому что в 2012 году в 200 метрах от границы горного отвода Киенского полигона захоронения был зафиксирован множественный выход рассолов, то есть гидравлические окна, через которые рассолы минерализацией 100-120 грамм на литр с дебитом 150 кубов в час, они у нас на протяжении
2012, 2013, 2014 года изливались в реку Далдын и, соответственно, поступали ниже по течению и в Марху, и в реку Вилюй. И вот на сегодня, конечно же, дебет этих источников значительно снижен, потому что только за 2012 год, по нашим подсчетам, более 2 миллионов кубов было излито на дневную поверхность вот из этого полигона захоронения. И понятно, что снижается купол растекания, снижается уровень подпора, то есть основная масса рассолов, она уже вытекла. Но тем не менее, мы фиксируем, да, это порядка 1,5-2 километров, то есть район устья Киен-Юряха, вот были отобраны пробы, последние 3 столбца. Устье вот этого ручья без названия, который у нас проблемный, да, который вот формируется вот стоком из этих гидравлических разрывов. Мы также продолжаем фиксировать загрязнение реки Далдын, присутствует у нас здесь и стронций, и бромид ионы. И вот все эти компоненты мы фиксируем и в нижнем течении реки Марха. С 13 по 23 число было отобрано 25 проб, и мы фиксируем загрязнение этого водного объекта. В зимний период, с 11 наверное, года в нижнем течении реки Марха у нас появились бромиды. Ранее мы их по мониторинговым данным не наблюдали. Но обычно это бывает у нас февраль-март. В этом году у нас весь апрель вода загрязнена. Вот по тем данным, о которых говорили представители общественной организации, да, действительно в нашу лабораторию 24 числа в Нюрбу были доставлены пробы. И на сегодня у нас есть предварительные результаты с маневровой емкости. Я вот сейчас покажу картосхему. С маневровой емкости хвостохранилища Удачинского ГОКа на ручье Новый у нас... Не видно, Александр? Вот сейчас видно, да? Видимо, ага, вот это все пробы, которые были отобраны 13, 14, 15 числа, да, то есть вот южная часть это как раз место разгрузки Киенского полигона захоронения, а вот верхнюю часть, если посмотреть, вот тут выпуск КОС у нас нанесен, да, вот пробы, о которых я уже рассказала, и вот мы видим хвостохранилище в левой части экрана, и внизу находится маневровая емкость, то есть по сути это тоже небольшая чаша хвостохранилища, ну, такая, скажем, чаша перехвата. Все, что дренирует с основной чаши хвостохранилища, оно попадает в маневровую для того, чтобы не допустить поступления рассолов в реку Далдын. Там должна быть, ну, по сути, она есть, конечно, система перехвата, то есть там стоит насос, и эти рассолы должны обратно закачиваться в хвостохранилище в основное. При этом у нас специалисты Удачинского ГОКа фактически подтвердили, что производится поступление с маневровой емкости вот этих вот дренажных рассолов в реку Далдын. И по нашим результатам высокая минерализация, там в сотни раз превышены концентрации хлоридов, сульфатов, то есть солевые компоненты, очень высокое содержание бромидов. Пробы эти еще в работе, но мы подтверждаем, что в реку Далдын на сегодня, в том числе с маневровой емкости, поступают дренажные рассолы, которые должны быть захоронены на хвостохранилище и которые из него истекать не должны. Вот. По замечанию Михаила Михайловича Чаросова я хочу сказать, что в 2013-2014 году проводились очень большие исследования. Мы за год проводили по 5-6 рейдовых выездов на эти объекты, и пробы многократно отправлялись в Институт проблем микроэлектроники, это Институт Российской академии наук, Московская область, город Черноголовка. И у нас определен полный перечень, 72 элемента, это все, что в этих рассолах содержится. То есть у нас есть развернутая картина по полному перечню вот, химический состав рассолов. И на основании этих данных, а также на основании тех данных, которые получают наши лаборатории, мы знаем, что наша центральная лаборатория оснащена
высокоэффективным жидкостным хроматографом, который вот при помощи Владимира Михайловича в том числе приобретался. У нас есть очень хорошее оборудование, оптикоэмиссионный спектрометр, которые позволяют определять порядка 40 компонентов. То есть мы не ограничиваемся определением солевых элементов. Сейчас вот у нас пробы Смирнова, с Нюрбы, они также доставляются в Якутск для проведения расширенных таких исследований. Спасибо, у меня все. Если будут вопросы. Спасибо. Евгений Андреевич Перфильев, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы заслушали доклад представителя акционерной компании «Алроса», в котором она сказала, что сбросов не было. Водопровод стоял уже пустой. И тогда у меня вопрос к Минэкологии. Инспектора были на месте. Сейчас все-таки зима, снег, снежный покров на месте. Видно было вообще следы того, что сбросы были? Учитывая еще, что видео есть, нас что, акционерная компания «Алроса» в заблуждение вводит? Или как? Ну, во-первых, было отмечено, что со стороны «Алроса» было воспрепятствие, когда проводилась проверка. Во-вторых, там было все засыпано, и возможности отобрать пробы почвы уже такого не было. И поэтому отобрали пробы воды, и в связи вот с анализом как раз и подтвердилось, что идет, было загрязнение. Так, это Вера Николаевна Степанова, руководитель безопасности министерства. Так. Владимир Михайлович, прошу прощения, немного исказили мои слова, когда... Коротко, пожалуйста. Да, коротко. И со своей стороны акционерная компания «Алроса» в моем лице, то есть говорила о том, что на момент непосредственной разгерметизации водовода он был сухой от минерализованных шахтно-рудничных вод. То есть в водоводе не было минерализованных шахтно-рудничных вод. Это тот файл, который сейчас был продемонстрирован со стороны Лены Семеновны, да, и этот же файл облетел, то есть все WhatsApp сообщения. Точно так же мы давали по нему комментарии и заключения. И я тоже сейчас об этом сказала, что водовод промывался непосредственно пресной водой. Есть так называемое понятие непрокачиваемого объема и массы. Примерно, то есть инспектора были, и инспекторам это на месте было показано, что есть примерно 1,5-2 километра длины трубы, в которой остался этот объем пресной воды. И когда непосредственно произошло сложение пилона, из-за того, что произошло прогибание непосредственно самой водоводной линии, из-за перепада градусов по наклону, как раз и произошел, скажем так, вот этот выброс воды, опять же, повторюсь, пресной, которую промывали водовод. Еще раз акцентирую внимание, то есть на своих словах. Спасибо, коллеги. Да, Юрий Михайлович Николаев, пожалуйста. Юрий Михайлович. Добрый день, уважаемые коллеги. У меня вопрос Полине Сергеевне. Да? Хорошо, если все-таки минерализованные воды не попали в реку Далдын, это была случайная проверка, да? Была информация МЧС о том, что ветер может быть, да? А вообще-то транспортировка рассолов – это опасная транспортировка опасных веществ. Поэтому должен быть какой-то график осмотров. Вот если бы МЧС не предупредила, природа сама сохранила, да? Вы бы не обнаружили пилоны, да, и во время транспортировки сам трубопровод бы упал. Я так понимаю, да? Пожалуйста. Спасибо. Обнаружение было случайное, при определенных обстоятельствах, а не по графику контроля за опасным объектом. Юрий Михайлович, я хотела бы сразу изначально отметить, что узел обратной закачки и непосредственно технологические переходы и сам водовод не относятся к опасному производственному объекту в том понимании, в котором в него вкладывает федеральный закон Российской Федерации. По второму моменту, то есть, конечно, как у любого, то есть там конструктивного объекта, у них есть плановые графики ремонта. Да, то есть у нас это касается и обогатительных фабрик, у нас это касается других производственных площадок и объектов, то есть, и они проходят непосредственно в плановом режиме. В отношении, то есть там реагирования на предупреждение со стороны МЧС, это относится к внеплановым графикам и внеплановым проверкам, то есть в период действия так называемых НМУ, то есть о чем я уже говорила. Так, можно уточнить, да, все-таки
вы сами сказали в своем докладе, минерализованные воды, если бы попали в Далдын, это были бы тысячекратные моста до 1000 крат увеличения опасных веществ в реке, природной реке. А как это так? Транспортировка таких опасных веществ является простым, как обычная вода, или даже, я так понимаю, да? Это не опасный, для вас не опасный объект. Транспортировка опасных веществ. Для начала, то есть понимание опасные вещества – это разные градации. Мы сейчас говорим о шахтно-рудничной воде, которая из полости рудника Удачный поднимается на поверхность и по системе водоводов уходит на узел обратной закачки Левобережной. И там обратно закачивается непосредственно под землю, если вот уже таким простым словами говорить. Непосредственно сам водовод выполнил в соответствии с теми конструктивами, которые предусмотрены проектной документацией. И опять же повторюсь, то есть была проведена проверка со стороны глав госэкспертизы. То есть вы знаете, что главгосэкспертиза – это комиссионное обследование, то есть, вернее, проверка проектной документации, в состав которой входят представители всех органов, как исполнительной, так и региональной, в том числе власти. Поэтому говорить о том, что мы что-то считаем или не считаем, наверное, немножечко некорректно. Мы работаем в рамках проектной документации, которая прошла соответствующие экспертизы. И в рамках этой проектной документации, то есть мы проводим все необходимые дополнительные или неплановые исследования. Так, коллеги из зала, желающие задать вопросы. Алексей Андреевич, у вас вопрос дополнительно. Пожалуйста. Слышно, да? Да. Я бы хотел добавить, у нас была по итогам осмотра Удачнинского ГОКа, была встреча с директором Удачнинского ГОКа, и он при разговоре подтвердил, что при обрушении этой конструкции воды в трубопроводе не было. Ясно. Это уже как бы комментарий, да? Так, коллеги, желающих задать вопрос больше нет? Да, пожалуйста, Петр Михайлович, пожалуйста. Добрый день. Петр Михайлович Аргунов, Ленское бассейновое водное направление. У меня два вопроса, два момента, да. Первый вопрос, получается, что вопрос задали, да. Если бы мы не узнали ЧС или как аварии с WhatsApp, и тут замминистра выступал с WhatsApp, узнали. Как в 2018 году тоже, когда Ирилях прорвало, тоже мы узнали из соцсетей, то мы здесь бы не собрались бы, да. Полина Сергеевна, вы очень грамотно все, раскладку делаете, ответ. Но у вас же есть решение же на разведку и добычу полезных ископаемых реки Далдын. И там есть пункт условия водопользования водного объекта или его части Алроса. И третьим пунктом написано, что вы должны срочно, оперативно информировать Министерство экологии, Улусную инспекцию, нас, тут телефон есть, Росприроднадзор, местную администрацию Наслега, Мирнинский район об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водном объекте, возникших в связи с использованием водного объекта соответственно настоящим решением. Я так понимаю, что вы этот пункт как-то компания игнорирует или как? Мы же узнали с WhatsApp же. Если бы случайный прохожий не заснял бы на телефон, то бы мы не узнали бы, да? Вы же должны были проинформировать нас. И по Ириляку такая же картина была. Нас тоже не проинформировали. Постфактум, когда все утекло, мы узнали. Это первое. И второе, значит, вы 23-го, да, правильно вы сказали, апреля поступила к нам на согласование программы ведения регулярных наблюдений на водном объекте и водоохранной зоне реки Далдын. Целью использования водного объекта для строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопровода и других линейных объектов для устройства временной площадки на русле реки Далдын. Мы видели фото, и там вы привели фотографию
Ну, скорее всего, там будет перекрытие, да, я так понимаю, реки Далдын. И надо здесь отметить контролирующим надзорным органам, после всего этого, после устранения восстановления трубы, надо до паводка выехать, посмотреть, комиссионно заактировать о том, что все эти отсыпки ПГС было убрано до паводка, чтобы там подпорного уровня не было, как в свое время на реке Ирилях, когда вы закрыли руслоотводящий канал для переброски драги. У меня все. Спасибо. Ну, это скорее как выступление получается, да? Да. Петр Михайлович. Так, желающих больше нет. У меня вопрос, Александр Алексеевич, исполняющий обязанности руководителя Ленинского управления Ростехнадзора. Где у нас присутствует-то? Владимир Михайлович, здесь. Хорошо. Вот у меня такой вопрос. У нас минерализованная вода, вот как говорят, шахтно-рудная вода, это же относится к опасным веществам. Соответственно, хранилище у нас считается опасным объектом по классификации. Вот почему труба, которая, о чем Юрий Михайлович задал вопрос, а почему труба не относится к части опасного объекта? Поднадзорного Ростехнадзора. Так, Владимир Михайлович, уважаемые коллеги, участники совещания, как уже отметила Полина Сергеевна, да, что опасному производственному объекту данный трубопровод высокоминерализированных вод у нас не относится по законодательству согласно предложению 1 федеральному закону. И, соответственно, не внесен в наш реестр. Спасибо за ответ, но мы у себя пометим, наверное, будем обращаться за разъяснением в более такие организации, которые, наверное, могут дать компетентный ответ на этот вопрос, поскольку нелогично, когда сам объект опасный, а труба, которая отводит воды с этого опасного объекта, не относится к опасному объекту. Вот. Хорошо. Так, коллеги, желающие высказаться, давайте мы договоримся. Значит, выступление до 3 минут, если нет возражений. Желающих я прошу тоже обозначиться, чтобы я мог пометить и ограничить. Так, слово предоставляется Алексею Михайловичу Иннокентьеву, главе администрации Нюрнбергского района. Пожалуйста, Алексей Михайлович. Уважаемый Владимир Михайлович, коллеги, у меня обращение по Полине Сергеевне. Вы занимаете достаточно высокую должность в компании «Алроса», да? Зам главного инженера по экологическим вопросам. У нас, у населения Нюрнбергского района, и у нас тоже свежа на память авария еще 2018 года. Сколько можно, Полина Сергеевна? Это в осенней реке Марха проживает жителей 8 сельских поселений. Почти там 6 тысяч населения. Сейчас вы говорите, там, конечно, информация, как специалист, вы это высказались блестяще, завуалированная такая. Надо решать вопрос уже конкретно. Конкретно по питьевой воде, по очистным. Также, сейчас проверка будет. Конечно, наша общественная группа, которая ездила в дачный, там, Айхал, я думаю, эти анализы не будут быть в любом суде, она же будет не зафиксирована, правильно, представителя вашего этого не было. Благодаря Игорю Витальевичу Соболеву, Алексею Прокофьевичу Дерзковскому только они выехали, наша группа общественников. Благодаря им, благодаря руководству Алроса, им разрешили туда выехать. Воду там мы употребляем. Поэтому у нас такое требование уже населения. Сейчас, видите, социальное напряжение сейчас уже начнется. Правильно говорят надзорные органы, только из этих социальных сетей мы узнаем, что это какой-то прорыв, там авария маленькая. Поэтому
надо решить вопрос уже финансирования по изыскиванию подземных вод, потому что уже очищать воду мы с реки Марха и подавать чистую воду на население уже не выгодно, видите? Вот поэтому надо компания «Алроса», вам уже начинайте уже делать какие-то преференции населению Урбинского района. Изыскивать источники подземных вод и что очистные сооружения, которые вы еще в 2013 году, там благодаря еще, когда Владимир Михайлович был на посту главы и Лена Семеновна Волкова, в то время компания выделила 55 миллионов рублей на строительство установки очистных сооружений, которые только до 16 года, до 17 года стояли нерабочие. Мы их модернизировали, и они сейчас более-менее там с воды, с реки Марха очищаем и пока подаем. Принципиальное решение руководства Нюрбинского района: очищенную воду надо со скважин, с подземных вод. Это первое. И второе. Конечно, сейчас вот уже надзорные органы, Министерство экологии, надо ускорить процесс внеплановой проверки, потому что сейчас уже начнется, уже паводок начнется. И надо информацию достоверную, Полина Сергеевна, для населения Нюрбинского района. Уже все. Там в 2018 году тоже большие эти были. И, Владимир Михайлович, я тоже прошу вас, как председателя комитета по экологическому, да, был издан указ главы республики по медицинскому и экологическому обследованию жителей Вилюйского региона и также бассейна реки Марха. Вот медобследование, да, мониторинг вообще идет плохо. Вообще плохо. Там, оказывается, мединститут выиграл конкурс. До сих пор у них указ поручения главы республики вообще не исполняется. Вот у меня 3. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Василий Михайлович. Значит, там представитель общественности Нюрбинского района, он поднимает руку. Нет, уже все. Без комментариев. Так, пожалуйста, Надежда Геннадьевна. Здравствуйте. Меня зовут Филиппова Надежда Геннадьевна. Я представитель общественности Нюрбинского района, с которой ездила непосредственно в эти дни 22 и 23 апреля, участвовала в поездках на объектах ГОК АК «Алроса» в поселке Айхал и в городе Удачный. Хочу рассказать немножко о поездке. Так, конечно, администрация Нюрбинского района, нужно отметить, что администрация Нюрбинского района никогда нам не отказывает в организации таких мероприятий, как осмотры, визуальные осмотры, на заборы анализов, предоставляет постоянно транспортные средства и тому подобное. Мы 21 вечером выехали с города Нюрба и 22 утром приехали в поселок Айхал. По согласованию с акционерной компанией у нас было, план мероприятия был зафиксирован, но с 2 часов. Мы приехали в 9:30 утра, гостиница не была готова, поэтому мы решили проехаться по поселку Айхал и непосредственно посмотреть хвостохранилище. Оно, как заезжаешь, там прямо так, как море лежит. Для меня это показалось очень большим местом. Хотели проехаться по этим местам, ближе посмотрите, а там никакого КПП не было, никаких ограничительных знаков не было, поэтому мы решили проехаться непосредственно по хвостохранилищу. Это хвостохранилище заброшенной фабрики номер 8
поселке Айхал, не работающий. То есть там все, ну, как бы там, просто там оно стоит. По моим, ну, я не с техническим образованием человек, поэтому я увидела 3 лестницы, то есть самое большое наверху лежит, потом вторая ступенька, потом 3-я ступенька. Ну, посмотрели, основное большое было, потом, как называют, да, нет, отстой, как это назвать, после хвостохранилища. Там мы зафиксировали и увидели, что с хвостохранилища идет какой-то ручей на 2-м этаже, на втором уровне, там где-то была наледь и немножко воды. И мы это зафиксировали на фото. Потом там с левой стороны идет труба откос, сифонного, ну, чего-то, водоотвода по краю этих огромной горы, которая рядом стояла, канализационная частота. И мы хотели это посмотреть, что за труба, поэтому объехали этот 2-й уровень и приехали на 3-й уровень, где там стояли, 2 дороги было, с этой стороны там маленькие домики стояли, где-то там какие-то насосные, шланги видны были и тому подобное. А потом снизу мы посмотрели, что там насосная станция стоит. И оттуда в сторону речки или там Сахсалах из трубопровода вытекает вода. То есть сбрасывается вода. Это посмотрели и зафиксировали. Потом 2 часам подъехали сам ГОК, то есть акционерная компания «Алроса», туда в центральный офис заехали. И приехали, посовещавшись, мы по утвержденному графику мы поехали посетить обогатительную фабрику номер 14. Там практически у нас вопросов не возникло. Там единственное, что меня тронуло, это что эти огроменные конструкции, вот эти все, где как море лежит, как будто это рана. Человек ножом порежешь, и как будто это раны, там оно лежит так. Для простого человека это выглядело так. Потом, после посещения, мы-то уже знали, что нужно нам именно хвостохранилищу обогатительной фабрики, которая не работает, туда поехать, и чтобы нам разъяснили вот эти, что за воды уходят в речку Сахсалах. Мы после посещения обогатительной фабрики номер 14 поехали туда, непосредственно туда, и там заместитель главного инженера нас сопровождал, он рассказывал о том, что вот здесь ничего, никакие работы не ведутся, уже там все конструкции оттуда выводятся, и рассказал, что идет планирование ее рекультивации и тому подобное. Потом к месту, куда мы подъехали, ко 2-му уровню подъехали и спросили, что за вода, там он не смог ответить. Потом мы попросили к 3-му уровню, где вот это мы видели, а там уже дорога была заслонена, уже перекрыта снегом. Нас просто-напросто не пропустили в ту часть, которая нас очень сильно интересовала. То есть уже возник вопрос, о чем-то скрывает уже компания «Алроса». Я была крайне возмущена и просила их открыть, привести бульдозера. Они отказали нам и даже в акте отразили, что... Конкретнее давайте, у нас тоже время поджимает. Нет, нужно им тоже выслушать от простых людей, которые видели вот своими глазами,
что там творится. И должны они отвечать, должны какие-то разъяснения предоставить вообще общественности, то есть населению Нердинского района. И они правы или не правы. Ну, на следующий день мы поехали непосредственно в город Удачный, посетили ГОК номер 12, увидели там хвостохранилище правый Кенг, в второй очереди там Удачнинские хвостохранилища, там мы опять, где маневренный, там опять отстой какой-то воды, и там насосная станция стояла, опять обнаружили утечка воды со стороны хвостохранилища. И опять нам сказали, заместитель Полины Сергеевны, Анастасия Владимировна, я попросила у них лаборанта, чтобы она отобрала, ну, чтобы для всякой уверенности, давайте, я им сказала, что если это талая вода, то талая вода будет. Отберите нам пробу, которую мы отвезем в наш Нердинский район. Они отказали нам, и пришлось нам, там никаких КПП, никаких там пропускных режимов, строгого режима не было. Я подумала, что нужно отобрать воду в обычные пластиковые бутылки. И я знала, что эти отборы будут нести никакие юридические силы, но все-таки рискнули и отобрали эти, хотели узнать, что там течет, и поэтому отобрали воду. И в течение суток мы привезли ее в Нердинский район и непосредственно в лабораторию РИАЦа. Я их сдала. Потом в тот же день, 23-го, мы обратно поехали, и нам любезно предоставили посетить то место, в которое мы хотели попасть, где был сброс воды. Туда подъехали, и тут главный инженер, там какие-то инженеры были, и Анастасия Владимировна была тоже с нами там. Я просто настояла, чтобы она с нами поехала, и она осталась на еще один день в поселке Айхал. И оттуда нам объяснили, это было все за видеофиксировано, они тоже за видеофиксировали. Они говорили, что эти насосные станции больше не работают. А потом, когда мы показали фотографии предыдущего дня, они ничего не смогли ответить. Потом, опять же, попросили их совместно отобрать воду, пластиковую бутылку для отбора, каких-то анализов сделать здесь. Они тоже отказали, и мы осмелились, и на их запреты мы отобрали эти воды, то есть анализ. Потом я думаю, что у них есть что скрывать, поэтому они не идут, не информируют никого вообще. И думаю, вообще я смотрела разрешительные документации, декларации, которые выданы Ростехнадзором вообще. Я думаю, что Ростехнадзор он выезжает на эти места и смотрит на эти сооружения. Я знаю, что эти сооружения были построены в советские времена, и они оказывается, через какие-то сроки они обновляются. И вот эти сооружения они проверяют, там дамбы с трещинами стоят. Я думаю, я требую прямо, чтобы Ростехнадзор, Министерство экологии, прокуратура, все, кто задействованы до поступления талых вод, прошу все это проверить. И я беспокоюсь за свое население, которое здесь, как выражается Полина Сергеевна, за коренное население, которое уже живет и питается этим, то есть употребляет эти воды за их здоровье. Я в этом году 2 человек похоронила, у которых рак желудка было. И мы каждый раз просим, Владимир Михайлович, просим людей собрать деньги на операцию каждый год.
И просто нужно всем собраться и установить, откуда эти, ну, ПДК повышается каждый раз, и чтобы да, прекратить сброс, хотя бы, если добываем, то добываем, нужно какие-то безопасные меры предпринять вместе с АК «Алросой», а не в одиночку ему давать это все это делать. Все у меня. Спасибо, Надежда Геннадьевна. Значит, давайте так договоримся. Значит, Виктор Васильевич Шепелев, Александр Витальевич Журковский, на этом ограничимся и будем подводить итоги. Давайте, Виктор Васильевич. Шепелев. Поднимал руку. Да. Сейчас. Пожалуйста. Ага. Владимир Михайлович, ну вот создается впечатление такое, после всего услышанного, что экологические службы горнодобывающих предприятий, которые располагаются на территории республики, не столько охраняют природу, сколько охраняют недропользователей от контролирующих и надзорных органов. Вообще, вот эти экологические службы, они кому подчиняются? Только предприятиям? Или они в какой-то степени должны подчиняться Министерству экологии, допустим, республики? У них какой-то статус есть, вот, экологический, общий. Это у меня такой вывод, что ли. Но в отношении вот нашей работы, Института мелководья, я имею в виду, вот, с предприятиями «Алроса», мы вот в течение где-то с 1985 года вели наблюдения геотермические, гидрогеологические на 2 полигонах захоронения дренажных вод. Это на Октябрьском и на Киенге. Мы тогда уже указывали, что это вообще бомбы замедленного действия для экологии районов. Тогда уже мы по нашим нарушениям температурного поля, мерзлых пород, мы говорили, что будут утечки. И эти утечки мы начали говорить, показывать. Так как мы проводили все это на хоздоговорных основе работы, мы, значит, вот заказчику говорили об этом. И когда стали говорить вот эту правду, значит, хоздоговорные работы потом с нами прекратили заключать. То есть получается, что недропользователь не любит правду. Вот у меня, Владимир Михайлович, такой вопрос может быть к вам. Все-таки вот экологические службы предприятий горнодобывающей промышленности, они же не допускают контролирующие органы даже. Руководство районов, улусов, на которых проводятся эти горнодобывающие работы, не допускают. Это вообще это норма или что это? Или это нарушения правовые? Спасибо. Спасибо. Так, я потом при подведении итога скажу, что Александр Витальевич Жураковский, пожалуйста. Жураковский. Александр Витальевич. Микрофон включите, Александр Витальевич. Да. Добрый день, уважаемые друзья. Я внимательно слышал выступление представителя компании «Алроса» и вспомнил, как она же выступала в 2018 году, 12 ноября, когда мы вот с представителем бассейнового управления уличили ее как бы в том, что она говорит неправду. Но меня больше как бы сегодня шокировало сообщение руководителя авиацион о том, что только с одного хранилища более 2 миллионов кубов высокоминерализованных вот этой гадости вылилось в реку. Это, видимо, просто системная такая позиция нашей алмазной компании. И
сожалению, Росприроднадзору мы еще в 2018 году поняли, что они как бы рыбу не ловят, скажем прямо так. Вот. Я больше надеюсь на природоохранную прокуратуру и как говорится, другие организации. Поэтому я вообще вот подумал, с людьми посоветовался. Я думаю, что надо было бы, согласно статье 20 закона Российской Федерации о недрах, пора уже приостановить лицензию вот именно на эти месторождения. Потому что мы не раз уже слышали, как весной, ну, в смысле, мы факт вот этих 2 миллионов тонн мы уже видим, да, и весной, каждую весну река принимает очень странный как бы оттенок. И, ну, как бы мы видим, что ребята постоянно нарушают как бы природоохранное законодательство. И поэтому, согласно статьи 5 закона РФ о недрах, я думаю, пора уже приостановить лицензию до устранения ими как бы наших замечаний. И второе, я вот хочу задать вопрос вот, представителю Алроса. Вот, я, насколько знаю, очень много хранилищ вот, всяких высокоминерализованных есть у вас. Вообще есть программа у вас по рекультивации вот таких полигонов или нет? Или вы ждете, пока алмазы закончатся, и вот это все прекрасное вы оставите нашим, как говорится, потомкам? Спасибо. Спасибо, Александр Защитник. Это вас на экране не видно, хотя вопросы завершились, но, может быть, Полина Сергеевна, да, очень коротко буквально. Да, я могу сказать коротко, что любой объект капитальной инфраструктуры имеет по завершению его эксплуатации имеет в обязательном порядке проект на ликвидацию. Если мы говорим в отношении недр, то это в том числе проект ликвидации горной выработки. Если в процессе эксплуатации этого объекта были задействованы земельные участки, то это проект рекультивации нарушенных земель. Последний проект в обязательном порядке проходит государственную экологическую экспертизу. Первые 2 проекта в обязательном порядке проходят экспертизу в Роснедрах. Спасибо. Ну, коллеги, давайте мы подведем итоги. Значит, мы, еще раз повторяю, сегодня специально заслушали информацию представителей нашей компании и наших надзорных контролирующих органов, чтобы понять, что делается сегодня, для того, чтобы, во-первых, ликвидировать вот этот случай, восстановить, значит, объект надлежащим образом и в будущем предотвратить подобные ситуации, понять сроки и так далее. Поэтому мы подготовили проект решения. Я просто остановлюсь очень коротко на некоторых таких основных моментах. Во-первых, в адрес компании мы предлагаем провести в кратчайшие сроки провести комплекс мер по ликвидации последствий повреждения трубопровода узла закачки. И мы, наверное, по срокам договоримся. До начала паводка. У нас ориентировочно, Петр Михайлович, в 5-м районе, когда у нас паводковая ситуация начинается? У нас где-то в этом районе в конце мая. Ну, не конец мая, но середина мая. Да, середина мая. Так, давайте так, Полина Сергеевна, мы, наверное, обозначим дату 15 мая. 15 мая. Владимир Михайлович, к сожалению, успеете? По крайней мере, все, что касается непосредственно работ на объекте мостовой переход
мы себе ставим аналогичные сроки, потому что, то есть, та насыпь, которую сейчас вот тоже коллеги, то есть, подтверждали с ЛБВУ, да, мы как раз оформляем разрешительные документы и предусматриваем, берем на себя обязательства по ликвидации всего это до 15 числа. К сожалению, то есть, у меня сейчас нет перед глазами проекта решения, поэтому формулировку я точно не могу сказать. Все, но хорошо. в отношении, по крайней мере, моста 15. Давайте так, да, мы договоримся до 15 числа, потом надо будет обозначить сроки в решении. Я прошу контролирующих органов оказать содействие в ускорении, значит, получения каких-то, если в этом необходимость, разрешения на выполнение этих работ или какие-то разрешающие документы. Далее, значит, мы в 15-м, 16-м и 18-м, 19-м годах провели ряд серьезных мероприятий. Во-первых, в 2015 году мы провели, значит, расширенное заседание комитета по вопросам обеспечения экологической безопасности объектов Алроса. В частности, это было связано со сходом оползня песков хвостохранилища номер 5. Мы, значит, проводили парламентские слушания по экологической обстановке реки Марха и Вилюй. Значит, поэтому мы, значит, компании адресуем и говорим о необходимости продолжения работ по исполнению решения вот всех этих мероприятий, парламентских слушаний и расширенных заседаний нашего комитета. Компании необходимо провести ревизию модернизации всех объектов, представляющих потенциальную опасность экологической безопасности водного объекта в целом окружающей среде. Мы об этом также говорили. Значит, соответственно, обеспечить экологическую безопасность при эксплуатации участков закачки дренажных рассолов на всех объектах. И в срок до 1 июня 2021 года представить в Госсобрании полную информацию по экологической обстановке в зоне деятельности компании. Далее, значит, все-таки мы до сих пор наблюдаем недостаточную согласованность наших контролирующих и надзорных органов. Поэтому мы рекомендуем правительству нашей республики организовать порядок взаимодействия исполнительных органов госвласти республики и территориальных федеральных органов, хозяйствующих субъектов, органов местного самоуправления по принятию оперативных мер в случае возникновения ситуаций с загрязнением окружающей среды. Значит, мы предлагаем включить в перечень научно-исследовательских работ в 2022 году работу по выявлению выхода рассолов на поверхность междуречья Далдын, Кенгурях, Улхан, Бысаттах. Значит, есть рекомендации в адрес Минэкологии, я их зачитывать не буду, в адрес Ростехнадзора, Росприроднадзора, о необходимости обеспечения проведения своевременных работ по проверке имеющихся гидротехнических сооружений и объектов повышенной опасности и принять меры по оперативному реагированию в случае возникновения угрозы. Я вообще, пользуясь случаем, отмечаю какую-то вялость со стороны надзорных органов. Еще раз повторяю, вялость. Я был вынужден поэтому 20 числа обратиться, значит, с письмом в прокуратуру, поскольку на предварительные запросы я не получал никаких ответов от надзорных органов. В следующий раз, коллеги, я предупреждаю, несмотря на то, что вы являетесь территориальным подразделением федеральных органов, я буду вынужден обращаться в ваши вышестоящие организации. Это особенно касается как-то и Ростехнадзора, и Росприроднадзора тоже. Значит, коллеги, вот в этом году продолжается работа по комплексному изучению состояния, значит, рек Вилюй и Марха. В прошлом году, к сожалению, не были проведены работы по медицинскому обследованию, но необходимо отметить, что все-таки финансирования недостаточно, Полина Сергеевна, по, значит, финансированию работ
по исследованию состояния здоровья населения, проживающего по бассейне реки Марха и Юрий. Поэтому, наверное, мы протокольно тоже отметим, необходимо нам и в адрес правительства, и в адрес компании этот момент отметить. Я прошу рассмотреть возможность увеличения финансирования этих работ. Именно по изучению состояния, по исследованию состояния здоровья населения этих бассейнов. Далее, вот период до паводка и до паводка и в паводковый период необходимо Министерству охраны природы, другим контролирующим органам усилить контроль за состоянием качества воды реки Марха. Усилить. Буквально мониторинг надо проводить почти ежедневно перед прохождением паводка, потому что есть информация о каких-то сбросах, значит, увеличения концентрации, повышения ПДК по тем или иным элементам именно в этот период. Значит, мы призываем компанию соблюдать все требования экологического законодательства и предлагаем не допускать подобных случаев. Для этого необходимо провести масштабную реконструкцию, модернизацию всех гидротехнических сооружений и всех объектов, которые подлежат вот этому. Вообще, пользуясь тем, что присутствует Анатолий Николаевич, я бы хотел попросить изучить вопрос о возможности открытия, значит, в Северо-Восточном федеральном университете, либо, может быть, в АГАТУ, или расширить имеющие специальности для обучения значит, по специальности промышленная экология. Ну, не знаю, как более официально называется, но нам, видимо, очень нужны промышленные экологи. Почему? Потому что мы сейчас рекомендуем всем недропользователям, всем крупным промышленным предприятиям иметь штат экологов. Штат экологов. В каждом крупном предприятии, в каждом крупном промышленном предприятии и в каждой крупной компании недропользователей. Это, видать, очень важно. И мы рекомендуем, помните, я уже не раз на разных площадках в последние годы говорил о том, что, значит, экологами в этих компаниях должны быть жители Республики Саха-Якутия. Как люди, которые искренне болеют за свою природу, искренне болеют за жителей республики. Я это прошу иметь в виду вот нашим природопользователям, промышленным предприятиям, и на это обратить внимание нашему правительству. Вот. Вот. Мы, наверное, к этому вопросу вернемся ориентировочно после вот проведения всех проверок в рабочем порядке. Я жду информацию от Виктора Викторовича, от вас, значит, от Министерства охраны природы, информации, и обозначим сроки. При необходимости мы пригласим представителей компании. И вот в таком рабочем порядке мы обсудим и продумаем, может быть, если будет необходимость, вынесем на широкое обсуждение. И последнее, то, о чем говорил Алексей Михайлович. Видимо, мы не застрахованы. Действительно, никто ни в чем не застрахован. Ни в чем. Нигде нет стопроцентно безопасного чего-то. Нигде. Вот с этой точки зрения я понимаю, в том числе и компанию. Вот. Поэтому необходимо, наверное, каким-то образом решать вопрос обеспечения населения, проживающего по реке Марха, поскольку там добывается сегодня почти 100% алмазов Якутии. Вот. Так, да, около 100, 90%, не знаю, какой процент. Поэтому необходимо продумать вопрос обеспечения населения, проживающего вдоль бассейне реки Марха. Обеспечение качественной питьевой водой за счет подземных источников.
вот, за счет подземных источников. Да, благодаря нашему общему взаимодействию, благодаря в свое время поддержке руководства компании и Министерства охраны природы мы приобрели вот эти водочистные установки, которые стоят, значит, на реке, но, видимо, этого уже недостаточно. Надо решать по-другому. Вот этот момент нам необходимо где-то, ну, наверное, отметить, что как необходимость. Ну и, Алексей Николаевич, может быть, когда вы об этом говорили мне, вот, что думаете об этом, как решать совместно с компанией. Вот. И я бы хотел тоже, да, чтобы все это получилось, как вы планировали. Ну, на этом все. Спасибо за работу. Я извиняюсь. Коллеги, у нас сейчас принимает участие 13 членов комитета, практически все в режиме ВКС. У вас на руках у членов комитета проект решения. Я прошу, значит, проголосовать. Кто за проект решения? Кто поднятием руки, кто нажатием кнопки. Единогласно. Спасибо всем. Спасибо за работу.